Красиво. Я вот наткнулся на одно интервью интересное. Я вам хотите прочитаю и угадаете, чье интервью? Давайте. Как всегда, я пытался добиться перемен мирным путем. Упорно и терпеливо пытался договориться с ведущими странами. Это ложь, когда говорят, что мы хотим произвести изменения исключительно силой. Вы знаете о бесконечных попытках, которых я предпринимал о решении вопросов в соседней стране. Все было напрасно. Мы не преследуем никаких интересов на Западе, и в наши планы не входит оккупация их территории. Те, кто живут там, наши соотечественники, подвергаются преследованию, им запрещают говорить на родном языке. По сути, происходит геноцид против наших граждан со стороны режима. Ну, я так понимаю, это кто-то со стороны путинской власти. Это слова Гитлера. Ну, я сам не считаю, что... 1 сентября 1939 года Гитлер произнес эти слова. Скажите, а что случилось 1 сентября 1939 года? Ну, я так вроде помню, что это начало либо Второй мировой, либо Отечественной. На кого? Не, Второй мировой. На кого напала Германия? Ну, вроде вначале на Польшу. На Польшу. А в этом интервью, вы знаете, о какой части Польши идет речь, где жили немцы? Он называет, что подвергаются геноциду. Какую часть Германии захватила, я так понимаю. Данциг. Там жили немцы. Гитлер придумал, что якобы поляки запрещают немцам говорить на немецком языке. Понимаете? Как вы думаете? Вот вы сразу подумали, что это окружение Путина или Путин? Ну, почему так схожие? Ну, потому что вы сказали оккупирование, плюс вы сказали соседние страны. А обычно разговаривают на данный момент о войне России и Украины. Я сначала думал, что это может быть Зеленский, но когда вы сказали оккупирование страны соседней, я понял, что это, скорее всего, российской власти. Вы понимаете, что российская власть оккупирует чужую территорию, правильно? Мне, честно говоря, все равно, что те плохие.